Добрый день, уважаемые эксперты и участники конференции. Меня зовут Заревняева Анна. Я ученица 9 класса Бердяевской средней школы имени Семена Данилова. Тема моего доклада – останки якутского мамонта на территории Горного Улуса. Актуальность. Мы живем на территории, где в вечной мерзлоте находят много останков этих животных. Новизна работы заключается в том, что полученные результаты можно применить в следующих областях знаний: география, зоология, история родного края, краеведение. Цель – изучение останков мамонтов как древних обитателей территории нашего улуса. Мамонты – это вымерший род млекопитающих. Они достигали высоты 5,5 метров и массы тела 14-15 тонн. Мы использовали органолептический метод визуального описания останков бивня и кости мамонта, цвет, размеры, разломы и другие. Это кости голени и его померы. Бивень мамонта найден на месте аллювиальных песков берега реки Синяя. Кости голени найдены на месте водохранилища дамбы реки Матта, в местах русловых отложений ила. Масса бивня мамонта 6 кг 14 грамм. Длина по кривизне 119 см. Длина по хорде 84, диаметр основания 6. Цвет коричневый, местами светло-желтый. Костная ткань хорошо сохранилась в средней части, на основании и конце разрушены под воздействием внешних факторов. По размерам бивень мамонта может достигать до 4 метров, а бивень, который мы нашли, оказалось только 119 сантиметров по кривизне. По этим данным можно считать, что это только часть большого бивня мамонта, или это небольшая особь. Описание голени мамонта. Цвет светло-коричневый, трещины и шелушения на местах эпифизов. Отложений извести, погрызы нет. Костная ткань хорошо сохранилась в средней части, очень хорошо заметно губчатое вещество ткани. Часть верхнего эпифиза сломана. Мы сравнили с научными данными о размерах костей голени и пришли к выводу, что найденная нами кость, скорее всего, принадлежит взрослой особи. У взрослых особей обычно составляет 400-700 сантиметров. Выводы. Мамонты – вымерший род млекопитающих, живших в период с плиоцена по началу голоцена из семейства слоновых. По итогам описания физической характеристики бивня и голени мамонта мы пришли к выводу, что сохранность костей бивня и голени очень хорошая, и мы нашли часть большого бивня. Останки костей мамонтов нами найдены в вогнутых берегах рек, где активно разрушается и вымывается почва и ил, поэтому средняя часть находок хорошо сохранилась. Спасибо за внимание.